вами в эфире передача «Авторивьера». Смотрите сегодня в нашей программе. В рубрике «Автотренинг» мы побываем на занятии по вождению автошколы «Светофор», а также разберем дорожные ситуации на узком участке дороги. Далее открытый чемпионат по трофи-рейдам Краснодарского края, в котором приняла участие команда из Абхазии. На примерах различных дорожных ситуаций, которые мы будем разбирать, вы можете сверять свои познания в толковании правил дорожного движения. А также мы будем знакомить автомобилистов с интересующей их информацией. Начну с маленькой информации. Для тех, кто еще не знает, в городе Сухум на проспекте Леонов теперь можно парковать автотранспорт практически на всем протяжении улицы со стороны Нацбанка и в некоторых местах на противоположной стороне. В вопросах, касающихся правил дорожного движения, нам помогают специалисты из автошколы «Светофор». Наш выбор не случайен. Эта школа представляет наиболее полный комплекс обучения по подготовке водителей, использует самые передовые технологии учебного процесса. Занятия проводят преподаватели и инструкторы с большим опытом. Наша съемочная группа наблюдала за первым занятием одной из групп. Здесь нет мелочей. Ученикам важно освоить правильные навыки и знания с самых азов. В первом занятии мы обучаем правильной посадке в автомобиле. Это подгонка под себя сидений, регулировка зеркал и ознакомление с органом управления и приборами автомобиля. Инструктор обучает правильной посадке в автомобиль, расположению рук на рулевом колесе, как правильно вращать рулевое колесо, регулировать зеркала, знакомить со всеми органами управления и приборами автомобиля. В конце занятия инструкторы переходят непосредственно к вождению. Сегодня наш разбор на тему «Приоритет проезда на узком участке дороги» и встречный разъезд на участке с препятствием. Среди многих водителей существует мнение, что если он едет вверх в горку, ему все должны уступать. Но, увы, это далеко не так. Здесь надо еще отметить, следует не путать проезд узкого участка дороги с объездом препятствия. В случае с препятствиями, на чьей стороне находится препятствие, тот и уступает. Кроме случаев, когда уклон обозначен знаками «крутой подъем» и «крутой спуск». Уступить дорогу обязан водитель транспортного средства, движущегося на спуск. А вот, к примеру, участок дороги, не обозначенный этими знаками. Мы видим, на правой стороне дороги установлен знак, запрещающий парковку, но это мало кого останавливает. Умудрились припарковаться даже на пешеходном переходе. Здесь мы наблюдаем препятствия в обоих направлениях. Преимущества проезда нет ни у кого. Водителям следует при проезде подобных участков быть очень внимательными. Проезжаете, лишь убедившись, что вас пропускают. При ДТП в таких случаях вина обоюдная, каждый восстанавливает свою машину. Уступать по возможности на спусках – хороший тон, но не обольщайтесь. Здесь как раз и востребована взаимная вежливость водителей. На узком участке дороги, где установлены знаки приоритета проезда, уступает тот, на чьей стороне установлен знак преимущества встречного движения. А проезжает, у кого знак преимущества перед встречным движением. Независимо, едете ли вы в горку с горки или по ровной дороге, при отсутствии этих знаков проезд естественным образом осуществляется по взаимному согласию. То есть жестом или иным понятным действием водители обозначают свои намерения. А теперь мы рассмотрим более сложную дорожную ситуацию, с которой мы нередко сталкиваемся на наших дорогах. Все усложняют крутой подъем, разбитые дороги и глухие повороты, а узких участков в подобных местах предостаточно. В этой рубрике нам помогает автошкола «Светофор» донести и разъяснить правила дорожного движения. Сегодня с нами ее инструктор Давид Оторба. Давид, как обычно на таких участках дорог должны разъезжаться автомобили?
Есть множество различных ситуаций, где водители транспортных средств должны проявить взаимоуважение и должны действовать по обоюдному согласию. На данном участке дороги мы вам покажем, как водители должны действовать в подобных ситуациях. В Абхазии очень много улиц проходит по гористой местности. Как правило, они очень тесны, и дорожное полотно разбито, давно не ремонтировалось. Ездить здесь, особенно в тяжелые погодные условия, очень сложно, а тем более разъезжаться со встречным транспортом. Еще здесь множество поворотов, которые не дают водителю оценить дорожную обстановку и принять соответствующие меры. Вот, например, один из таких поворотов. Здесь не помешает посигналить на всякий случай, чтобы встречный автотранспорт был предупрежден. А вот, собственно, и встречный автотранспорт. Я быстренько просчитываю ситуацию и понимаю, что ему сдать назад невозможно. И непонятно, как далеко ему это надо сдавать назад. Можно, конечно, упереться, как изображено на этой сценке, и очень долго стоять. Но лучше все быстро взвесить. Поэтому я принимаю решение уступить самому. Включаю аварийную сигнализацию, заднюю скорость и медленно спускаюсь, приняв все необходимые меры предосторожности. Не лишним будет и посигналить, чтобы привлечь внимание. И вот мы спустились до более широкого участка. И встречный автомобиль благополучно объезжает меня. Мы сэкономили время, свои нервы, и теперь едем каждый в своем направлении. Шарик знает, что зебра или зеленый сигнал светофора не гарантируют ему жизнь, и смотреть по сторонам он обязан всегда. Всем рекомендую держать в автомобиле свод правил дорожного движения. В нем вы всегда найдете ответы на возникшие у вас вопросы, особенно если они появились при общении с сотрудником госавтоинспекции. В Адыгее в апреле месяце проходил открытый чемпионат Краснодарского края по трофи-рейдам, в котором участвовала команда из Абхазии. С ними на турнир выехала и съемочная группа передачи «Авторивьера». Эти кадры сняты в лагере, где разместили автомобили всех участников. Спортсмены готовят машины к старту. Здесь присутствуют самые разные автомобили. Облик некоторых изменен до неузнаваемости в результате их доводки для езды по бездорожью. Фантазия каждого ограничена лишь его финансовыми возможностями, некоторыми техническими требованиями, а главное – это проходимость и надежность. Вот наша команда направляется к месту старта, пребывая, как видите, в великолепном настроении. Значит, здесь соревнуются машины категории ТР-0, это стандартные машины заводские, категории ТР-1, разделенные на машины Нива и УАЗы, категории ТР-2 подготовленные автомобили, вот стоит, и категории 3 абсолютные прототипы, которые созданы с нуля практически, это очень дорогие совершенные агрегаты для преодоления самого тяжелого бездорожья. Соответственно, на такие же категории делятся и трассы, которые для них предусмотрены. Легкие трассы посложнее и совершенно бездорожье высшей категории сложности. Им выдается дорожная книга, так называемая легенда, которая прописывает все повороты, все характер местности, привязки. То есть они будут в районе Каменномостского по 3 шаханам, выйдут к Севастопольской, потом вернутся в Победу на Физябго и будут спускаться опять же на эту поляну в Каменномостске. В лесу расставлены специальные контрольные пункты на деревьях,
которые они должны отыскать и сфотографироваться на фоне них, чтобы был виден номер машины и номер контрольного пункта. После этого они приезжают, и электронные чипы у них еще, которые выдаются им на старте и на финише. Специальная электронная система, которая отслеживает временное прохождение трассы. Это и плюс фотоконтроль. Регионы представлены: Юг России, Карачаево-Черкесия. И в этом году гонка стала международной, дружественная Абхазия. Сейчас они, кстати, будут стартовать. Наши экипажи стартуют один за одним. Соревнования начались. Сейчас вы видите, насколько сложна трасса. Некоторые участки кажутся непреодолимыми. Трудно обывателю представить, что автомобиль способен здесь проехать. Но, как видите, едут. Абхазскими спортсменами можно восхищаться. Несмотря на относительно небольшой опыт участия в подобных соревнованиях, они показали высокое мастерство и стойкий характер. Пилоты Сергей Никитченко и Шота Читанава расскажут о прохождении по маршруту, о команде и еще много интересного. Я участвовал на машине Mitsubishi Pajero. То есть я был пилотом и штурман у меня был с Армавира, Мазницын Егор. Также у нас второй экипаж в категории ТР-1 Ахрачанба и Хаси Кови. В классе ТР-2, где участвовало еще две машины с экипажем Алхас Хварцкий, Тимур Джопуа. Это первый экипаж. Второй экипаж Дима Смыр и Гия Хашба. Второй экипаж. Мы стартовали в субботу. Стартовали, было где-то плюс 9. Было солнышко, все хорошо, все замечательно было. Ничего не предвещало там каких-то катаклизмов погодных. После обеда затянуло все тучами, и буквально в течение 2 часов насыпало очень много снега. То есть наверху на сопках было до полуметра снега. Ну, первый день соревнований как прошел? В среднем достаточно неплохо мы шли в первый день соревнований, но все-таки проблемой было большое количество снега. Почему? Потому что мы были готовы к тому, что выпадет снег, мы знали метеоусловия, мы готовились к этому, но машину выше предела своего не могли проехать. По этой причине мы не смогли добраться в первый же день до финиша нормально. Без поломок не обошлось на трассе не только у нас, и у многих других наших коллег. Предлагаем вашему вниманию наиболее интересные участки маршрута. Проводить съемки в этих условиях было очень сложно, но отснятого материала достаточно, чтобы вы получили полное представление о том, как и в какой атмосфере проходил этот трофи-рейд.
вы нам привезли в итоге из этих соревнований, какие трофеи? Ну, основное, то, что мы привезли, то, что мы все добрались. Практически все добрались своим ходом. То есть, да, уставшие машины потрепали, серьезно потрепали, но тем не менее все доехали. В итоге соревнования было то, что в категории ТР2, ТР3 у всех, абсолютно у всех участников был незачет, потому что никто не смог добраться до финиша, собрав все точки, то есть, проехать, как задумано, трассу. В категории ТР1, где я участвовал, в первый день у нас было 2 спецучастка. Первый спецучасток из 22 экипажей до финиша добралось 5 всего. Вот. И во второй день выехало больше участников. Первый день я, по крайней мере, проехал со вторым результатом. Второй день из-за поломки машины в итоге занял 4-е место. Также у нас второй экипаж в категории ТР1 тоже занял 4-е место. Ахра Чанба И Хаси Кови. вот, они тоже заняли 4-е место. В классе ТР2, где участвовало еще 2 машины с экипажем Алхас Хварцкий, Тимур Джопуа. Это первый экипаж. Второй экипаж Дима Смыр и Гия Хашба. Не были взяты все точки по этой причине, но финишировали. Был незачет у всего класса ТР2. Многие были удивлены, когда услышали, что эти ребята едут впервые на гонку, и что они приехали. Так получилось, что машину подготовили за 10 дней перед гонкой, и поехав на гонку, занять 4-е место, это считается очень даже неплохо. Многие не доехали, очень многие. Из общего количества, из 40 машин в 2 категориях до финиша в общей сложности доехало 10 машин. Из этих 10 машин 4 были наши. Еще все впереди. Я думаю, абхазская команда сможет показать наиболее лучшие результаты. Сколько примерно экипажей в Абхазии уже занимаются этим видом спорта? 5 экипажей, которые выезжают уже второй раз. Естественно, группа поддержки есть, она гораздо больше. То есть это целая колонна получается, когда идем по трассе. Вот, все видят, все смотрят, спрашивают, куда, что. Вот. Все больше и больше с каждым днем молодежи подтягивается к нам. Те же болельщики, которые с нами ездят, да, которые за нас переживают, они также потом перерастают в тех же водителей, в тех же штурманов. Мы ждем всех тех людей, которые хотели бы, ту молодежь Абхазии, которая хотела бы и была бы заинтересована в том, чтобы развивать и продвигать этот вид спорта у нас в республике. Спасибо абхазскому телевидению, программе «Авторивьера», которая всегда освещает наши мероприятия. Вам осталось посмотреть подготовленную нами подборку видеороликов.
Присылайте нам интересное видео, чтобы его смогли посмотреть зрители Авторивьеры. Передача подошла к концу. Я с вами прощаюсь и желаю всем счастливого пути.